Перед просмотром видео уделите, пожалуйста, полминуты. Все слышали о том, что можно вложиться в акции и заработать на этом, но как это сделать, если ты новичок, ничего в этом не понимаешь и боишься все потерять? Компания Avalon Technologies берет ответственность и все риски на себя, давая гарантированную прибыль инвестору 1,3% в сутки. Для сравнения, в банке такой процент будет за 5 месяцев, а мы даем гораздо больше, и поэтому важно знать, что многие банки могут препятствовать пополнению баланса вашего депозита. Советуем воспользоваться другими платежными системами. Стать инвестором просто. Регистрируешься по ссылке в описании за 2 минуты, покупаешь депозит, как любой товар в интернет-магазине, и через указанное время забираешь заработанные деньги. Республика бывшего Советского Союза, которая избежала серьезных военных конфликтов, это Казахстан. Можете, наверное, можно сказать, что Туркмения, но это мы точно в пример и брать не будем. Это была просто закрытая, капсулированная такая территория. А слушай, пишет, что просто Назарбаев плохо знает казахский язык, это общеизвестно. Поэтому это он просто объясняет... чушь, оскорбительная чушь, которую лучше никогда не повторять. Поверьте, хватит нам уже высказываний Путина, которое сильно осложнило отношения с казахским народом, и когда кто-то вложил в уста президента России непонятно зачем это было сказано, что казахи никогда не знали государственности. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. Эту чушь вообще, которая просто сразу мгновенно отвернула от России. Это сильно обидело казахов? Это не просто обидело, это было оскорбление просто казахам. Потому что мало того, что это не соответствует исторической действительности, я хотел бы знать просто, кто это сделал. Потому что, на мой взгляд, тот, кто это вложил в уста Путина, это просто государственный преступник. Он фактически тем самым толкнул Казахстан в объятия китайцев. Потому что мало того, что этот человек никогда, конечно, не читал Льва Николаевича Гумилева и ничего не слышал об этом, о цивилизациях Великой Степи, о Великой Орде, о Хунну, о тюрках древности, о империи Чингисхана, части которой была Русь, между прочим, на протяжении почти 300 лет, до Ивана Третьего. Но еще сказать, что такое государство? Государство – это система организации общества, в котором есть власть, в котором есть силовые институты, в котором есть закон и способность власти с помощью суда или силовых институтов этот закон соблюдать. Казахстан – это не осколок Советского Союза. Казахстан – это наследник древнего тюркского фактора, который был, есть и будет в этих местах, для которого эта степь, эти горы, эти озера, эти реки – это, собственно, родина, земля. Это колыбель тюрок во многом. Двигаться вперед по пути развития тюркской идеи, тюркской цивилизации – это крайне важно. Это крайне важно и для меня, как для русского, что в Казахстане это происходит. Я считаю, что свобода и будущее русского народа во многом зависит от успехов тюркского фактора. Потому что тюрки, вы более свободны, чем мы, русские, не скрою. И поэтому ваше возрождение, оно естественным образом поможет и нам тоже найти себя.